Поехали дальше. Перескочили. Чем начинается? Тут есть такой подвох. Когда вы садитесь писать, хочется сразу начать действий. А давайте мы сразу ее поместим. Вот моя идея была в том изначально. Давайте мы сразу начнем с флешбека. Я хотел так начать. Потом давай с психолога. Давай на у психолога. Говорит о своих проблемах сама. Давай на дома. Дома, и у нее паническая атака. Я понимаю, что сразу хочется писать. Сразу хочется, давайте вот мы напишем, вот давайте она сразу вот начнем, она бежит и через поляну, или вот она живет, учится в вузе. Давайте вот это все. Это круто, но это битшит, это не история. Я не мог понять, чем начать, и не торопился чем-то начинать. Просто записывал отдельные вещи, которые мне хотелось бы сделать. И задал себе такой вопрос, который мне очень помог, и вам он тоже очень поможет. Начнем с абстрактного. У героини все хорошо? Помните, как мы говорили, это хорошо или плохо высказывание? У нее все хорошо. И что дальше? Хорошо или плохо? Казалось бы, вопрос неуместный. Но на самом деле очень уместный. Потому что это не только настроение, это не только состояние героя, это еще и то, с чем зритель входит в кино. И, собственно, это оставляет мало простора вариантов. Допустим, у нее все хорошо. Опять же, учеба, там вуз, новый парень, купила машину, получила 5. Дальше, значит, соответственно, логично, что событие будет проблема, будет все плохо. Отец умер, мать сошла с ума, принц Гамлет зарезался, любимый повесился, духи из прошлого за ней пришли. Пока что одна логика, опять никакого креатива. У нее все хорошо, ля-ля-ля, все равно все плохо, отец, бла-бла. Это проблема. Дальше. У героини все плохо. Плохо. Депрессия. Чужой город. Никто. Одиночество. Нет денег. К семье не вернуться. Природа далеко. Вот, кстати, в фильме «Льва» есть классный момент, где он описывает муравьев. Там муравьи, и он рассказывает о том, как ему нравится возвращаться в свою деревню. Мне кажется, что любой человек из большого города, из деревни, приехав в большой город, будет чувствовать что-то подобное. Соответственно, проблема. Все стало еще хуже. Отец умер, мать сошла с ума, еще и жопа наступила. И так все хреново, еще и отец умер. Казалось бы, значит, вот такой перелом сюжета. Их по сути-то вот 4 варианта, если так взять. Все хорошо для хорошо, а еще и лучше стало. Потому что там выиграла 1 000 000. Мужик получше нашлись. Помирилась с отцом.
ситуацию. Либо, значит, все хорошо стало плохо, все хорошо стало еще лучше, все плохо стало еще хуже, все хорошо, все плохо стало лучше. Это, по сути, начало любой истории. Любой, что бы вы ни писали, вы должны себе задать этот вопрос. Как было, как стало. Проблема, она ухудшила ситуацию из хорошей, улучшила из плохой, улучшила из лучшей, ухудшила из худшей. Всегда ухудшила из худшей и улучшила из лучшей — это не самый выигрышный вариант. Так можно делать, но начало будет смазанным, начало будет неярким. В принципе, изначально, когда я садился писать, я думал о том, что сделать вот так. То есть у нее и так все плохо, еще и умер отец. Потом я подумал, давай у нее все будет хорошо. И потом отец умрет. И я понял, что если я сделаю такую штуку, я простроил это все, у меня вот есть здесь внизу, как я простраивал эти варианты разные, видите, act break. Ну, я просто прописывал ситуацию от разных вариантов. Было хорошо, стало хуже. Вот по этой схеме. Я понял, что если я сделаю, что у нее все хорошо, и потом умрет отец, и начнется мистическая сущность, ну, мы же ужасы снимаем, я дайджестом скажу, начнется мистическая сущность, то вся история, или большая ее часть, ну да, акт брейка точно, будет происходить в городе. Мне это показалось неудачным вариантом. Потому что мы все-таки про Удмуртию снимаем. Девушка не в Удмуртии, она, скорее всего, либо в Казани, либо в Москве. И если мы там будем делать ужасы в стиле пиковой дамы, что кто-то в окно 9 этажа заглядывает и изо всех сторон на нее лезет, то эта история будет про Москву. И как я это понял? Я это понял, потому что я не стал говорить, у нее все хорошо, и тут умер отец, она к нему поехала, потому что я не понимаю, потому что нужно всегда заставить героя туда поехать. Смерть отца не меняет ее жизнь настолько сильно. Да, это грустный факт, но у них плохие отношения. Ну, либо, опять же, у них хорошие отношения, тогда мы меняем всю историю. Но если она уехала, и у нее все стало хорошо, и тут отец умер, может быть, она туда поедет. Но она поедет не сразу, она будет откладывать, она будет уворачиваться. И это экранное все время. Потом сущность ее заставит. Ну, то есть, я тоже уже пытался это проработать по-разному. А давай ее не будет заставлять, давай она все-таки поедет, чтобы помириться. Но, короче, в ее положении, когда она сбежала из деревни, где ее ненавидят, ее осуждают, винят за смерть брата, и у нее все стало хорошо, поехать на похороны к отцу не поступок этого героя. Так герой не поступит. Если он так сделает, это будет произвол. А она будет уворачиваться. Потому что, несмотря на то, что поехать к отцу правильный поступок, но, опять же, ее там все винят, ее там все ненавидят. У нее должен быть какой-то мотив туда поехать. Кроме смерти отца. Например, что с братом что-то. А этого мотива тут нет. Потому что если он есть, то проблема в этом мотиве. Если есть мотив ехать домой, кроме смерти отца, то и проблема в этом мотиве. В этом мотиве, а не в смерти отца. А поскольку мы уже решили, я решил, что все-таки речь идет про похороны и похоронные обряды, и книжка Николая Анисимова про похороны, то отец все-таки должен умереть. Но если он умрет, то это что тогда такое? Короче, стало понятно, что этот вариант не подходит. В нем самом по себе ничего плохого нет. И то, что Татьяна предложила, это все имеет место быть. Но, по-моему, для этой конкретной истории, для этого конкретного персонажа и для того, что я тут целый месяц долдычил с идеей и персонажем, по-моему, это не подходит. И исключив вариант «все было хорошо, стало плохо», ухудшение и улучшение хорошего, я пришел к одному единственному варианту, который остался, то что все было плохо и стало хорошо. Он мне близок, потому что мне изначально хотелось бы
чтобы героиня была в депрессии, потому что это личное, и она была одинокая, у нее все было плохо, и все было не очень классно. Мне бы этого хотелось. Я не настаивал, я думал, что можно и по-другому сделать. Но тут есть еще, опять же, заканчивается тем, что она берет в руки национальную культуру. По-моему, вот это положение наиболее далеко от национальной культуры. То есть еще и поэтому. Наиболее далеко от контроля. Ничего не под контролем. И тогда возник вопрос. А как сделать, что все было плохо и стало хорошо? Потому что я не понимаю, что могло стать хорошо в этой ситуации. Она вылечилась? Нет. Она разбогатела внезапно? Нет. И я подумал, что в принципе по нашей же истории, нашей же высказыванию, нашему же герою и его боли, и его цели в своей жизни защитить близких, да, для нее отношения с семьей очень важны. Я подумал, что стало лучше то, что отец решил с ней помириться. Он ее простил. За смерть брата. Я подумал, что вот это будет хорошо. Потому что это даст герою очень сильную, очень понятную и очень мощную эмоциональную цель. Эта цель наладить, свою семью вернуть семью. То есть изначально, и как бы финал, да, у нас есть цель, стейк, это жизнь семьи, но изначально, чтобы это была жизнь семьи, она должна вернуть семью. Я подумал, что было бы классно, если бы живет такая вот героиня вся в жопе мира, а у нее неплохо. И вдруг, и вот тут Татьяна присылает свой замечательный сценарий, приходит телеграмма или приходит сообщение. То есть вот есть начало, и вот проблема. Приходит сообщение от отца, который хочет помириться. Который ее простил и хочет помириться. Естественно, возникает вопрос. А это правда отец? Почему он так решил? Он умирает и решил простить. Он чувствует дочке силы и нуждается в помощи. Я забыл вам рассказать. Мой самый вариант до того, как я вот сюда залез, был в том, что отец ей пишет, что семье угрожает опасность. То есть у нее все плохо или все хорошо. И проблема в том, что приезжает посланник и говорит, вся семья твоя умрет. Или там какое-то сообщение. И она должна ехать их спасать. Я отказался от этой идеи, потому что я подумал о том, что если... Давайте мы разберем эту идею. Проблема. Ей приходит сообщение, что вся семья умрет. Здесь возникает сразу много требований к этому посланию. Мы уже разбирали этот тезис. Сейчас мы тут где-то его разбирали у Татьяны. Сейчас, простите. Вот. Мы приходим к тому же самому. Чтобы поверить, что чувак, который угрожает ее семье, обладает могуществом, чтобы ее убить, мы должны показать его могущество, мы должны поверить в его могущество, мы должны убедиться, мы должны зрителя убедить, что это сработает, и что если она не сделает то, что она сделает, то умрет ее семья. И это очень сложно. А главное, это очень сложно сделать в одном послании. То есть, почему, собственно, она поверит? Может, это пранк, может быть, это еще что-то. Неубедительно, если просто ей придет сообщение. Значит, это должен быть кто-то могущественный. И опять же, и начинается вот это запутывание. Если это был Исмурт, то тогда она ему поверит, потому что она с ним знакома, но в то же время она может ему не поверить, потому что, может, это пранк, и что он ей сделает. И опять же, отец жив, что он сделает ее семье. Если отец умер,
то, значит, опять же, проблема в этом. В общем, я подумал, что это собьет с толку очень сильно. И мне показалось, что это будет сложно сделать убедительное послание. А вот здесь мы приходим к теме, которая вообще ключевая для творчества Good Story и ключевая, почему их сериалы такие успешные. Потому что они нереально убедительные. Очень легко сделать убедительное послание, звонок по телефону: приезжай в мою деревню, или вся твоя семья умрет, и в следующем кадре девушка едет в деревню. И внутри себя это кажется безумно логично. Но для зрителя это дичь. Он не успевает эмоционально подключиться, потому что он не понимает, что такого страшного в этом сообщении, почему это просто не пранк ее соседа по колл-центру. Мы сейчас говорю колл-центр, может, не факт, что колл-центр. Послание неубедительно, угроза неубедительна. Когда угроза неубедительна, страх исчезает. Поэтому, подумав об этом, проговорив варианты посланий, я понял, что либо мы уходим в ситуацию, когда все перемещается в город до актбрейка, и мы убеждаем за время обострения, углубления, усугубления, что эта мистическая сущность все-таки убьет ее семью, если она не приедет. Либо это неубедительная угроза, и мы сразу отключаем зрительское сопереживание героя. Поэтому я решил отказаться от этой идеи. Но это не значит, что вы должны от нее отказываться. Это просто мое личное убеждение, что история должна быть как можно менее условной. Это дело вкуса. Поэтому я вернулся к этой идее, и мне она очень понравилась. Потому что она содержит в себе удивительный эмоциональный заряд, который знаком каждому, у кого были тяжелые отношения с отцом. Допустим, у меня были тяжелые отношения с отцом, и меня эта история может зацепить, как зрителя. Потому что если тебе вдруг твой отец, который всю жизнь тебя гнобил, говорит, что я тебя люблю, прощаю, это очень сильная мотивация. И я думаю, что она будет очень сильная мотивация даже для любого другого человека, у которого не было таких проблем. Это все равно понятно. Понятно, почему она едет туда. Она прощена, она хочет быть рядом с отцом. Это проблема. И у героини появляется цель вернуть свою семью. Ну, опять же, тут и мать, и брат, и отец, и деревня. То есть вот это все свои корни, у нее получается, по сути, цель вернуть свою юность, молодость, свое это счастье, безопасность. Да? Но это игра в ассоциации. Естественно, ее цель вернуть семью. Тут никаких сомнений нет. Но вокруг этого можно накрутить дополнительные варианты этого. Естественно, появившись такая проблема, если у девушки все плохо, появляется такая проблема, получает ощущение отца, который просто хочет помириться, естественно, она поедет домой. Она едет домой. И тут я подумал о том, насколько все классно здесь ложится. Если она приезжает домой, первого акта, а отец умер. Приехала, а отец умер. И возникает вопрос. А он отправил это сообщение. Я пока не знаю, что за сообщение. Может, телефон, может, телеграм, пока не знаю. Или нет. И вот здесь очень классный, на мой взгляд, драматический эффект. С одной стороны, значит, какой здесь, давайте это разберем подробно. Драма, что героиня верит, что отец ее простил, а все остальные не верят. Брат говорит, да, ну, говорит, опять же, не обязательно говорит, действует, да. Ты не настоящий удмурт, он не мог тебя простить. Мать, да я с ним все время была, он не звонил.
ну там не отправлял сообщения, да, деревня, да ты плохая, да ты там не с нами. Ну, как вариант, не обязательно это брать. Я просто говорю пример, драма. А ужас в чем? А ужас в том, что отец начинает общаться с ним после смерти. Но самый ужас, ребят, вот здесь момент, которым я горжусь, что мне это пришло в голову. Я не знаю, возможно, я откуда-то спиздил это, но я не вспомнил откуда, так что, может, вспомните, скажите. Ужас в том, что он общается с ней, а она его любит, она его не боится. Она его любит, она его ждет, она хочет с ним общаться. И здесь, опять же, видите, да, действие героя, хочет с ним общаться. По-моему, это очень страшно. Там же мертвое тело в доме же. И еще там что-то ходит, какой-то дух. И еще, значит, она верит, что он с ней общался, она пытается скажи им, докажи им. То есть это огромная, сильная мотивация, вот мотивация к пробуждению всех этих мрачных и мистических сил. И причем то есть я абсолютно, я когда думаю об этом, я думаю о том, что я абсолютно поверю в героиню, которая приехала прощаться с отцом, приехала мириться с отцом, он умер, и он, папа, и это драматично безумно, и это страшно. Потому что здесь у нас есть, опять же, возвращаясь к нашей истории, у нас есть, значит, национальная культура, понятно, но у нас есть задача, в том числе, передавать какие-то важные для удмуртов ритуалы. И здесь есть где развернуться для ритуалов, для музыки, да, для обрядов. Такая ситуация. Отец умер, отправил он сообщение или нет, она не знает. Она верит, что отправил, больше никто не верит. И она пытается с ним снестись, она пытается с ним общаться. Общаться. И он пытается с ним общаться. Ну, дух, да. И здесь есть, вот этот верхний и нижний мир. Верхний, нижний мир. Тут есть место для язычества, для философии. В общем, здесь есть место для всего. Поэтому мне очень нравится эта ситуация. Проблема. Отец пришел помириться. Пакуем вещи, едем туда, приезжаем. Отец умер. И здесь есть такой момент, что мы, несмотря на то, что нам очень хочется, чтобы это была драма, нам нужны ужасы. А чтобы были ужасы, нужно, чтобы кого-то убивали. И это важно для, в том числе, убедительности антагониста. Нужны убийства. Я себе написал сейчас, когда работал, где ужасы Лебовски? Ужасов-то нет, а нужны. И я подумал, что круто будет, если убийства начнутся параллельно с вот этим обрядом захоронения, подготовки к похоронам, начнутся параллельно. И в те же дни, или время, да, что дух отца бродит. Вот такую штуку я придумал. И я бы хотел это сделать, потому что у меня есть огромный список, диалог миров. Вот тут вот миллиард просто всяких интересных моментов.
Есть вот такой, как избавиться от покойника, если он начинает ходить. Как куда ходить, что делать перед смертью. Вот это все очень хочется показать. И для этого есть возможность. И это супер аутентично, это супер классно. И есть проблема. И главное, герой понятен. Мы понимаем ее. Она хочет помириться с отцом. Она папу хочет помириться, семью. Это сильная мотивация, по-моему. Обсудим. Итак, происходят вот эти вот все странные события. Они происходят дальше, и наступает момент, который называется акт брейк. В чем его особенность? И зачем он нужен? Он нужен для того, чтобы зритель не заскучал. Потому что, когда мы смотрим первый акт, мы поняли, я понял. Она хочет помириться с отцом. Вот она стремится к этому. Вот она как-то с ним пытается снестись, ничего не получается. Смотреть на это скучно. Посмотрел минут 20, все, надоело. Нужно что-то, что перевернет игру. Акт-брейк очень сложная тема. Он предполагает, что все абсолютно изменилось. И все оказалось вообще не так, как казалось. И все изменилось. Герои полностью перевернут мир. Я решил, подумав, кто что тут делает, я подумал вот о чем. Что вот тут у Николая как раз есть классная, сейчас найду, классный момент. И это не единственное, это просто вот это первое я себе записал. Как избавиться от назойливого покойника. Я очень хочу это показать, по-моему, это жуть. Там они его хоронят вверх-вниз ногами, вниз головой. Они хоронят его лицом к земле. Они его какими-то цепями привязывают. Классная тема. Страшно. Я подумал, что раз у нас происходит убийство, и раз все знают, что бродит дух отца, и это был Туно, это был могущественный человек, то классно будет, если в акт-брейке деревенские изгонят этот дух. Вот закопают как надо, да? Ну, поняли, да? Как надо, чтобы не бродил. Я у себя там где-то, когда сам писал для себя, как-то хорошо написал, сейчас найдем. Деревенская заставляет дух Туно. Вот. Давайте я скопирую. Хорошо сказано, лучше не напишу. Деревенские, опять же, почему деревенские? Потому что, понятно, что для матери и брата это, бродячий отец это как бы хорошо. Опять же, всегда задаем вопрос: хорошо, плохо, хорошо, плохо, хорошо, плохо, хорошо, плохо. Заставляет замолчать дух Туно, проведя ритуал над его телом во время похорон. Здесь, по-моему, это акт-брейк четкий, потому что у героини полностью ломается ее игра. Ее игра была в том, чтобы наладить отношения с этим мистическим духом. Они не налаживаются, потому что его закопали, и теперь он больше не ходит. И я вот посмотрел фильм Льва Вахитова, и мне понравился там момент. Я в себе вот его отметил. Вот тут вся деревня стоит под закатом солнца. Вот и там по ним не кланяются. Я подумал, а прикольно было бы, если на этом обряде была вся деревня, включая брата и мать, но не взяли героиню. Это все под вопросом. Я задам этот вопрос в воскресенье Татьяне Владыкиной. Возможно ли такая ситуация? Но, по-моему, это тоже страшно. И она, допустим, она может пройти на этот ритуал, я не знаю, что это собрание, и там все это увидит, может попытаться помешать. Но это немножко не наша героиня, она сдержанная и правильная. Но я думаю, что она просто увидит это. И вот здесь, опять же, сценарий Татьяны мне очень помог, потому что здесь вот есть прекрасный момент про могильные кушаки, вот это все. Может быть, она после того, как отца закопали, какой-то тоже свой обряд сверху на это накинет. И
свой какой-то обряд сверху накинет. Опять же, здесь я пытаюсь еще все это выравнивать по похоронному обряду. Что здесь усугубление первого акта — это подготовка к похоронам, а акт брейк — это сами похороны. Потому что мы же показываем, опять же, наша цель в том числе аутентичность. Вот такой акт брейк. Следующее — это усугубление второго акта. Но здесь легко, потому что, по-моему, легко. Потому что я точно знаю кульминацию. А кульминацию я знаю из-за того, что я знаю высказывание. И здесь стычка с антагонистом, самопожертвование. И вот, ну, все, что вокруг этого связано. Поэтому, ну, вот она в лесу, с полысмуртом. Я знаю, поэтому я знаю, что она пошла туда, да, потому что ее заставили выбирать между матерью и братом, кто умрет. Ну, мы обсуждали это все с вами, ребят. Как бы тут я знаю эту кульминацию, мы с ней уже вроде разобрались. И поэтому усугубление второго акта явно понятно, в чем связано, с тем, что из ситуации, когда отец исчез, появляется стычка с антагонистом. И, по-моему, самое простое и красивое здесь будет то, что дух отца вернулся, но вернулся злой. Ну, опять же, плохо, да? Значит, я там тоже у себя, когда работал, лучше написал. Отец снова восстает сказать, что но перестает быть добрым, что обещается жизнь героя в кошмар. Ну, да, тут даже лучше написал. Вернулся злой. И он пугает, убивает, значит, что там еще, тиранит девушку и заставляет ее выбрать, кто умрет, мать или брат. Но с точки зрения психологии героини, с точки зрения внутреннего, что внутри у героини, вот такая ситуация. Оказывается, отец ее все-таки не простил. И это боль, потому что это бьет в самую главную проблему, что она хочет наладить контакт с семьей. И это, на самом деле, это нам дает подсказку, нам, зрителям, дает подсказку, что вернулся не дух отца, а кто-то более страшный, а антагонист. Героиня этого не знает, но чувствует. И поэтому сопротивляется, не хочет выбирать, терпит все ужасы и вину, надеясь, что отец из первого акта вернется. Это драматично и это страшно. И здесь можно как раз спуститься в монтаж аттракционов, который в том числе предлагала Татьяна. Вот. Ну и плюс параллельно страшные, жестокие убийства. Ну и в конце она жертвует собой. Идет в лес с собой. Идет в лес, где брата потеряла. Там борется с антагонистом. Ну, дальше уже понятно.